Почетными гостями коллегии Минавтодора стали вице-премьер Тимур Фатахов и советник главы Ингушетии Игорь Антонов. В начале встречи заместитель председателя правительства поздравил сотрудников ведомства с новосельем и отметил хорошую работу за прошедший год. Хочу сказать, что уже стала доброй традицией, очень доброй, я считаю, говорить о том, что наше Министерство автомобильных дорог, раньше мы говорили, одно из лучших в нашей стране. Сегодня мы можем сказать, что за 2022 год самый первый в Российской Федерации закончил нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». Это очень приятно. В 2022 Минавтодором отремонтировано 54 километра автодорог. С опережением графика в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» привели в порядок 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе 2 мостовых сооружения общей протяженностью более 17 километров. Впервые у нас за всю историю, как нацпроектов, так и в принципе, впервые по госпрограммам было приведено в нормативное состояние мостовое сооружение. Мы знаем, да, что разные, причем абсолютно объективные причины мешали нам попасть в это мероприятие, потому что нет у нас с вами уникальных объектов на балансе и так далее. Начиная с прошлого года мы участвуем в этом мероприятии. Одно мостовое сооружение было приведено в нормативное состояние, и мы все видели, кто вживую, кто по телевизору, насколько красочным мероприятием это было открытие, которое глава открыл этот мост. Безусловно, это в первую очередь комфорт для жителей, ну и в принципе знаменательное событие. Вслед за мостом в Сунже еще одно новое мостовое сооружение через одноименную реку начали строить и в сельском поселении Кажево. Завершить строительные работы планируется летом. Что еще сделано в рамках региональных и федеральных программ, в своем докладе обозначил Батыр Хаматханов. Так, по словам министра, дорожники осуществили ремонт трасс Икажево-Сурхахи, Икажево-Алиюрт, реконструкцию автодороги по улицам Исламская, Грозненская и Муталиева. Выполнены работы по всем поручениям, выданным главой республики в рамках поступивших обращений граждан, в том числе на прямом эфире диалога с народом. Так проведено устройство асфальтобетонного покрытия по улице Партизанской, сельское поселение Плиева, где проживал первый герой России Соломбек Асканов. Проведено устройство асфальтобетонного покрытия по улице Херсонской в городе Малгобек. Устроены площадки, парковочные места у Дома культуры Сунжи. О средствах, выделенных на ремонт и строительство дорожных объектов, в прошедшем году в своем докладе упомянул Руслан Горбаков, заместитель министра финансов региона. Так, объем профинансированных объектов по итогам года составил более 1,5 миллиарда рублей. 262 миллиона рублей на реконструкцию автомобильных дорог. Это 16,5% общего объема дорожного фонда. На ремонт и капитальный ремонт автодорог 595,9 миллионов рублей. На содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 162 миллиона рублей. На разработку проектно-сметной документации 10,2 миллиона рублей. На мероприятие нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 533,4 миллиона рублей. Спикер также отчитался о бюджете, выделенном из Дорожного фонда республики Минавтодору на этот год. Автодору 2 миллиарда 4 миллиона рублей. Из них по акцизам на ГСМ 782. Плюс акцизы на ГСМ по безопасности, по программе безопасной качественной автомобильной дороги 251 миллион сверху к ним, 79 миллионов это у нас транспортный налог и субсидиями бюджетного сверху 890 миллионов рублей. В 2023 Минавтодор приведет в нормативное состояние около 77 километров дорог региона. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» сделают подъездные дороги к птицекомплексу «Южный» и кооперативу «Юг-Агро». В планах у ведомства также проведение ремонта трасс Средние Ачулуки-Плиева, Алхасты-Галашки, Новый Редант, Нижние Ачулуки, а также по направлению Горогорску от Дядиков-Юрт к соседней республике. Также в 2023 году в рамках федеральной программы содействия развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального местного значения планирует создать объект Яндери Сурхахи протяженностью около 9 километров. Такой объект. Указанный объект также планируется торжественно открыть в ближайшее время, как позволят погодные условия. Кроме того, в рамках региональной программы развития автомобильных дорог реализуем 3 объекта протяженностью 25 километров.
По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» Минавтодор региона планирует привести в нормативное состояние 10 объектов дорожной инфраструктуры. Среди них улицы Сулейменова, Восточная, Центральная в Назране и Горчханова в Магасе. Перед ремонтом дорожного покрытия на Сулейменова доработники Минавтодора проложили новые водопроводные сети. Этот момент особо подчеркнул в ходе встречи вице-премьер региона. Прокладывая дорогу, надо думать, как эта дорога будет поживать дальше. Если ее каждый год будут вскрывать для того, чтобы починить водопровод, проложить новую газовую сеть или еще что-то, но мы понимаем, что от нее останется через 2-3 года. Здесь я посмотрел подход уже, первый раз увидел, очень сильно порадовался, комплексный подход, то есть зная о том, что там водопровод никакой, кладем водопровод, потом уже делаем дорогу, и мы прекрасно понимаем, что поводов портить асфальт у нас становится с вами в разы меньше. Поэтому я бы попросил не только в следующем году, в этом году, извиняюсь, но и в принципе, каждый раз, занимаясь дорогами, в первую очередь в городских агломерациях, потому что это менее актуально, наверное, когда мы идем по межмуниципальным дорогам, по каким-то республиканским дорогам, где нет населенных пунктов, это, безусловно, менее актуально. Но в городских агломерациях всех обращать внимание на то, что нужно будет еще жителям сегодня, завтра, послезавтра. Надо коллектор, давайте предусматривать. Надо еще какую-то сеть, давайте ее сразу закладывать. Реализация национального проекта и федеральная поддержка полностью изменили состояние автомобильных дорог в Ингушетии. Однако аварийность на трассах все еще остается острым вопросом в республике, отметил Игорь Антонов. Так, за 2022 было более 200 ДТП, погибло 57 человек и 337 пострадало. В текущем году статистика не лучше. 13 аварий, в которых умерло 5 человек и 21 пострадали. На безопасность, кроме соблюдения ПДД, также влияет качество дорожного покрытия и обустройство необходимыми дорожными знаками. Необходимо очень плотно на стадии подготовки проектно-сметной документации относиться к вопросам безопасности движения. Это, понятно, разметка, дорожные знаки, но самое главное, это те вещи, которые напрямую влияют на аварийность. Это наличие ограждений, в том числе разделяющие потоки, если есть такая дорога первой категории или какие-то отдельные участки. Потому что наиболее часто встречающиеся ДТП – это столкновения, это наезды на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах. Проанализировать аварийность на региональных дорогах. И второе, хотя бы какой-то первичный анализ сделать по аварийности на отреконструированных, отремонтированных или построенных дорогах. Все озвученные предложения Минавтодор намерен взять на заметку, а в текущем году дорожники планируют также досрочно завершить все запланированные мероприятия. Дана Плиева, Мухаммад Белакиев, Новости 24.